Байры Ассонада. Всех приветствую в прямом эфире, всех достойных сынов Аланского, кавказского народа. Сегодня лекция о молитве. Астинская молитва, часто задаваемый вопрос. Часто мне задают этот вопрос, чем молиться, как правильно. И сегодня я постараюсь по своим знаниям, насколько я знаю, по моим представлениям, как правильно, что такое вообще молитва. Я скажу свое мнение, кто считается с ним, а дальше уже сами думайте, размышляйте. Все мы знаем во-первых, хочу немного отступить, я забыл. Вот мне часто пишут, вчера тоже, когда у меня была лекция 3 пирогов и вообще традициях, обычаях, где я делюсь своими знаниями, сравнивая с другими духовно-религиозными учениями, писаниями. Кто-то говорит, зачем это надо искать там где-то. Как я говорю, когда-то была одна единая культура, и после разрушения нашего аланского государства мы выживали и были отрезаны от остального мира. И где-то осколки, частиц той древнейшей религии, чтобы сложилась общая картина полноценная, нужно искать не только, как многие говорят, у нас своя культура, но и свою культуру мы частично собирали сравнивая с другими источниками, делая выводы. А то, что берем мы с индуистской мифологии, буддизма и так далее и тому подобное, об этом-то и речь, что мы, собирая эти осколки в сравнительном анализе, те, кто ищут правды в своей культуре, истории, традиции, обычаи, те ищут, в этих источниках. Поэтому тот, кто говорит, что зачем там, если вам это не интересно. Во-вторых, многие, как говорят, безосновательно у меня под видеороликами пишут там, это бред, ты сочиняешь тогда. В каждой моей лекции я достаточно убедительно, с фактами, с доказательствами, в сравнительном анализе, где один источник подтверждает, друг друга подтверждают источники, то есть не случайно, и а несколько, и порой, наверное, если копнуть все древние духовно-религиозные учения, там плюс-минус одно и то же. Может, образы разные, но суть, функции, силы одинаковые. Понимаете, принципы. Что мифологически в нардском эпосе, что сравнивая его. Суть одна и та же. Но если даже скажем, что все это бред, все то, что от 3 пирогов, это символика, что я говорю всегда там, сравнивая с другими источниками, что круг, крест, это древнейший, что я про 3 пирога сочинил все это.
Пусть даже будет так, пусть, вот как вы, хотя безосновательно это вы пишете, просто вам или цель такая, или делать нечего, или где-то там у вас в селах где-то находитесь, нечего делать, увидели меня в прямом эфире или в туалете сидите, решили просто написать. То есть безосновательно. Пусть даже будет так. Но поставьте простой чистый лист бумаги, и там круг, крест, солярный символ, придайте ему смысл, и ему имеет место быть. Потому что все это символы сотворения мира, эволюции Творца. Вы можете, любой из вас, сами сочинить религию, любой, обозначить Творца символами. Суть не изменится. Это не говорит о том, что вы тупой и там что-то придумали. Наоборот, вы умный. Вы просто издревле одна и та же символика во всех религиях. Там круг, крест – это все символы Творца. Понимаете? Просто мы, осетины, вот вы говорите там, что там мы именно носители той самой древнейшей культуры. Просто у нас в нашем культе 3 пирога и вообще в других культах символизирует готовый символ, наследуемый от наших великих предков. Мы его унаследовали, нам уже сочинять ничего не надо. А ремесунта это не чебалного, есть у нас. А дальше уже все зависит от того, насколько народ придает этому культу символики значения. Если он понимает, что все религии, по сути-то, в их танцах, хоровых, песнопениях, там, суть одна. Взять тот же, я говорил, буддизм, да, их мантры, ом, аум, что символизирует первичный звук, вибрацию во Вселенной, от которой возникло все мир. Взять наши, когда омен, амен произносят когда старшие обращаются после молитвы, все хором произносят омен или амена. В хоровых наших танец сим, который образует все знакомые нам символы мироздания, это круг, это крест, солярный символ, представляя это все в живом свете. Более того, там и отображается суть самих осетин, их духовно-религиозный суть, кто такие асы, когда они вот медленными движениями при вдохе, вот как йог в своих асанах, не раз я это вам повторял, вот руки поднимает, образуя крест, допустим, вот солярный символ. Та же суть и у йога. То есть все это отображено у всех. Вот у мусульман возьмите, когда они вокруг Каббы танцуют, они входят в транс, как бы связь с Творцом. Не обязательно там молитва или что-то словами идет, о молитве. Они просто входят в трансцендентальное состояние, вот как племена вы видели, вокруг становятся, начинают там танцевать, порой целый день они в кругу, и они в состояние входят транса. То есть, вот, допустим, хотел бы упомянуть, вот многие, особенно радикалисты, там, религиозные фанатики, как их назвать, может и убогие люди, но вот когда говорится, что вот какие-то попса, да, запрет, нельзя, это харам, допустим, по-мусульмански. Возможно,
ну, если так принципиально, тогда харам вообще даже вот говорит, ну, образно через телефон, ну, имеется в виду за песню, если взять определенно, то все зависит от самого человека, как он может себе, что от Бога и что извращенное от низших, да, вибраций, частотных вибраций. То есть, наоборот, это все нужно, чтобы мы познавали, как говорится в Библии, Бог сослал на грешную землю Адама, чтобы он вкусил запретный плод, вкусил грех, то есть познал. Дело в том, что греха так такового не просто с эволюцией произошло огрубевание духовной тонкой материи в грубую материальную форму. То есть мы приобрели грубую оболочку. Вот и пожинаем плоды этого, то есть познаем материю, то есть дух во плоти. Допустим, да, раз уж да, чуть-чуть от темы отступили, вот за эту тему. Так, то харам, это харам, там. Взять, допустим, я, да, вот все мы с детства росли на каких-то, ну, на песнях этих, да, хиты 90-х, 80-х. Казалось бы, это к вопросу о вот традиционных песнопениях, через которые, или танцах, с которым входят в транс. Так вот, сейчас я вам скажу, почему я за попсу говорю и почему. Все мы на этих песнях росли, да? И вроде бы кто-то там говорит, какой смысл там попса, ну, смысл, бессмысловое. Но суть же не в том, что поют. Допустим, вот сегодня мне приятно бывает, хоть я и не слушаю попсу, не люблю вообще. Но я просто их слушаю, песни, да, кто-то со стороны подумает, что я попсу люблю, допустим. Но я не слушаю попсу. Я люблю то, что вдохновляет, так, вдохновит, или по состоянию души, как и многие. Может что-то национальное, может в основном транс, если честно, вот транс-релакс, без песни, современный, как-то он на мысли, на философию, на размышления меня наводит. То есть что-то в этом есть, что-то из... Ну, если честно, и чеченский, да, музыку тоже слушаю, тоже у них патриотичные часто. И, ну, родные звуки просто интерпретируют чеченцы по-своему, допустим. У дагестанцев тоже. Ну, так, в общем, по состоянию души. Ну, а к чему это говорю? Вот попсу кто-то со стороны скажет, а Фред попсу любит. На самом деле, просто я могу фрагмент чуть-чуть просто включить, как и многие из вас, потому что мне это напомнит о каких-то периодах жизненных, да, подростковых, детстве. И я вспомню, что тогда в определенный период было. И кто скажет, что это харам? Все мы люди, все мы на чем-то учимся, на каких-то, как сказать, как ссылки и стимулирует наш ум для размышления. Главное, вот каждый определенный момент, вот бывает какое-то, у меня бывает часто такое состояние, какой-то ритм я поймал музыки, включил и сразу настроение на другой лад переходит. Бывает порой даже я под лезгинку могу что-то станцевать или еще что-то. То есть переключение. И кто скажет, что это плохо или харам,
что значит. То есть от человека зависит. Если кого-то эти музыки наводят на какие-то мысли, какие-то, ну, я не знаю, лично для меня просто эти песни какие-то бессмысленные, там, да, ну, на ваш взгляд и на мой взгляд попсовые. Но бывает, что этот ритм определенный, он настраивает на позитивный лад. Понимаете? Наоборот, это нормально и все должно быть. И человек просто должен фильтровать и над этим всем быть выше всего этого. И понимать, что это все, что он, да, видит, воспринимает, слушает, в свою сторону, для своей силы, то есть. Понимаете? То есть поверх всего этого смотреть и для себя брать то, что тебя делает сильным, устремляет вперед, то стимулирует. Потому что смысла деградировать для верующего, ну, не имеет, если он знает, в чем суть, цель жизни, в духовном развитии. А деградация там, неправильный образ жизни ведет в никуда. То есть это я все к чему сказал. Любая музыка, если вам дает какой-то на позитивный настрой, если у вас настроение, депрессия, то, что вас собирает на жизненном пути, неважно что, творчество, все, что вас делает сильнее, лучше, Махма ехуны на нашем языке махавзак полхуны бадамунджинада. Ты над всем, никто над тобой не силен, не... Вот говорят, харам, это что значит? Ты раб своих, да, ты можешь стать. Ну и это неплохо. Главное всегда в сердце быть устремленным на той жизнь, чтобы познать грех. Да, чтобы понять, где истина, что для тебя счастье истинное, что для тебя... Если ты к чему-то привязан, у тебя страсти, значит, тебе его надо познать, вкусить, растерзать, понять, что это нет смысла. Поэтому нет ничего такого. И так, главное в песнях, то есть в музыке, даже не сами слова, это и в писаниях. Где-то я даже забыл, в живой этика, то ли... То есть вот в буддизме, я знаю, немного повторяют, и многие думают, что какой-то смысл там. Нет, они просто повторяют специально, что просто вот это так дадим, просто там без сути они что-то выговаривают, чтобы настроить себя, вот как антенна, частоты, понимаете? Бывает же человек как-то, он заглушенный его чувства эти, и как-то себя иногда надо, и может он что-то крикнуть, или бывает, разные практики есть. Все делается для того, чтобы человек сердцем не окаменел, понимаете, и нужно себя постоянно, как его, стряску дать, чтобы никак, мы же не роботы, а люди. И надо нам постоянно быть в таком тонусе состоянии. Это и связано с вопросом о молитве. Ну а так, немножко, да, отошел, но это взаимосвязано. Это все связано с молитвой, то есть со связью. То есть что касается, ну, так, как мы знаем, поверхностно, как у нас, вот, в отличие от других еще каких-то мировоззрений, как у них культы, мы всегда произносим стоя. То есть не какие-то жесты там, не стоя, просто встаем, вот 3 пирога, допустим, в руках вода наливают, и
или астинское пиво. Всему нужна мера, даже астинское пиво. Для того нужно чуть-чуть выйти из такого обычного состояния, чуть-чуть, и если негатив какой-то, чуть-чуть, но не переходить. Всегда нужны рамки, границы. Если ты переходишь, это уже не то. Поэтому Иромбаганы не противоречит астинское пиво и традиционное. Или вода, да. Кока-кола это все, не водки, тем более, где имя произносится, вчера я говорил про трипер, где имя Всевышнего произносится, забыть надо все. Если делает кто-то посиделовку, и они заранее знают, что там будет водка, кока-кола, чипсы, чревоугодие, мат, в общем, простое, то надо сказать. Так, ребята, или если мы делаем принципиально по традициям, все левые мысли, все это культ священный, все равно, что упомянуть надо, что мы зашли в мечеть или в храм. Это святое, там где имя Всевышнего. Если мы хотим просто посидеть, вот обычно, вот как за город выше там, можете, но предупредите всех. А то как бывает, к полу это так нельзя. Или принципиально традиции, обычаи. А если символически, то, не знаю, как-то нужно имя Творца, все это, ну, не к месту. Водка, где чревоугодие, мат, это другое. И надо всем сказать. Если делаем, ребята, посиделовку, водка у нас, тогда давайте без произношения имя Всевышнего, без умных там, умничать, как надо правильно делать. Просто вот как все делают, тосты там, за тебя, брат, за этот. Ну, а если принципиально, тогда всем скажите, делаем принципиально, нахмурьтесь, брови нахмурьте. В общем, поняли. Но это что так касаемо поверхности молитвы. Вот. Что касается, теперь я поделюсь именно своими знаниями. Кто прислушивается к моим знаниям, то у меня к вам такой вопрос. Что к вам ближе к Богу? Вопрос можете задать мне его потом, ну, спросить. Но у меня к вам вопрос вот насчет моего. Вот вы же спрашиваете, чем обращаться к Всевышнему? Через там воду, там свечку, ну, свечка артой, суть через свечку, через вот факел зажгите, огонь там, неважно, как проводник. Ну, вы спрашиваете, у меня к вам встречной вопрос. Что ближе к Богу? Стакан с водой, через который вы обращаетесь, свечка, или вы? То есть через какие эти источники быстрее молитва или вообще доходит? Вообще, во-первых, встает вопрос, а вы уверены, вот ваша просьба, то, что вы хотите, вот по вашему мировидению, то есть пониманию современного человека, который на пути, технологическом пути развития, уверен, что то, что он говорит,
это воспринимается, ну, по-вашему, вот, на вашем человеческом языке понимании. Может, это совсем другое. То есть уверены ли вы, то, что вы просите, ну, вы хотите, вам это нужно в вашем пути развития, жизненном пути развития, школе жизни, что мы называем, духовном развитии. Ну, давайте чуть-чуть это, то опять смешиваем вопросы. Давайте я пока вот этот вопрос, как я сказал, что ближе к Богу, ну, вот думаете вы, обращаясь с водой, вы быстрее молитва или что ближе, что у вас быстрее вот эти ваши молитвы доводят до Всевышнего? Вопрос. Можете ответить? Давайте я не буду, лучше под конец, потому что пока я буду ждать лекции, время идет. Естественно, ближе всего к Богу и вообще к окружающей мысли, что сам человек, его сущность, его мысль. Что такое мысль? Из чего оно, да, самосознание, сознание, из чего оно создано, сделано? Психическая энергия, энергия как антенна. То есть сам человек, как я говорил, для обозначения духа в нашей культуре и во всех других древней вот этой единой культуре огонь это был главным. То есть сама мысль это и есть психическая энергия. То есть так образно представить антенны, там вот эти импульсы, эти нейронные сети, вот по ним как бы ток идет, а это все связано с тонким духовным миром. То есть ближе же дух к Богу, а не, допустим, обращение вот на физическом плане, материальном, вот стакан воды, грубая его форма. Или тот же возьмите. Самое считается, почему огнем через свечку всегда, потому что огонь на физическом плане, он самый чистый и как проводник к Богу, то есть обозначение, символ. Но опять-таки, это выступают вот эти стакан воды и все остальное, это как посредники. То есть вчера я об этом говорил, все равно, что ты со своей души вырываешь свою частицу духа огня и через этот, сам видишь в материальном мире, то есть из духовного, из своего духа, то, что мы глазом не видим, это, мы и есть дух, да, дух воплоти. В материю как бы даем символически, что видели в материальном мире, что это наш дух. И вот эта свечка, огонь, неважно, мы обращены к Творцу, то есть концентрация внимания. То же, что и стакан воды. Представьте, что мы же 99% из воды. Вода вбирает в себя информацию, это вы тоже знаете хорошо. То есть символически мы от себя воду. То есть, понимаете, да? Ближе к всего не вот эти предметы, они просто нужны для обозначения. Поняли, да? Но ближе всего к Творцу, то есть, если у вас есть это понимание, что не они вас делают ближе,
а вы и так есть частица Бога, связанные с Ним, постоянно ваши мысли, действия, образ жизни, постоянно. Нет такого, что именно молитва, это о чем говорит? О том, что молитва происходит не как вам кажется. Если вы спрашиваете, а как молиться к Богу, значит, вы не осознаете, не понимаете, что вы и так вот постоянно связаны с единым целым Творцом. Следовательно, ваш образ жизни, а именно мысли, а мысль материальна, мысли создают мыслеформы, то, во что вы верите, ваши пристрастия какие-то, то курит, пьет, он создает мыслеформы, это называется эгрегор. Про эгрегор посмотрите. То есть вы на духовном, астральном плане создаете образ там, мыслей своих. Если вы направляете постоянно на этот образ мысли, то оно не только на вас воздействует, и вы как бы раб этого, но и сами, если даете ему силу, направляете куда-то, о ком-то думаете там. Вот пример с куклой Вуду. Если кому-то навредить хотят, там, порча, хину, что они делают? Образно создают материально куклу и колят, или что они там делают, не знаю, но суть, вот это и есть мыслеформа. За исключением того, что вы не куклу создаете, а мыслями просто представляете кого-то, концентрируетесь, злитесь на него и убиваете мысленно. Это то же самое. А если еще несколько человек это делает, то это реально психическая атака. Вот оттуда из глаза. Не просто так говорят, что раньше цивилизации, расы могли глыбы каменные поднимать, башни строят вот, идеально, потому что они знали все эти механизмы. Они мысленно силой поднимали все это. Это у них развито было, они все это знали. Понимаете? Это то же самое. Понимаете? То есть, что вы с этого можете понять? Вот кто задает вопросы, чем молиться, как, то есть, а что вам надо? То есть, то, как человек ведет свой образ жизни, то есть, его мышление, о чем он думает, мечтает, так и складывается, формируется его настоящее, будущее, его карма. Кармический закон, великий закон справедливости, причинно-следственной связи. В этом-то и причина сотворения мира. С чего-то все началось и пошло-поехало. Просто говорят, каждый отплачивает свои грехи там или еще что-то, пожинает плоды. То есть это главнее, нежели когда вы занимаетесь самообманом. Идете куда-то и делаете вид, концентрируете, как будто молитва. А за этой молитвой вы ведете мысли какие-то, что, просто образ жизни неправильный, ведете гамбургеры, кока-колы там, засоряете свое тело, свой храм. Что главнее? Вот это то, что вы пришли там, пару слов сказали, дай Бог, дай Бог. Кому дай, что тебе? Вот все равно, что я аналогию привяжу. Вот вы в качальный зал пришли. Тренер стоит. Я хочу физическую форму, хочу подтянуться немного, мышцы. И он вам, дает программу, вы не дает программу. Дальше что нужно делать? Самому же заниматься. И вы не занимаетесь там, уходите, не приходите на тренировки, приходите опять. Дайте мне, я хочу хорошую форму.
И он уже на вас смотрит, и что за тупой, неадекватный. Вот тебе программа, иди занимайся. Объяснят тебе, а ты не занимаешься. Так как ты хочешь форму, если ты сам ничего? Так же и с молитвой. Вы приходите, что-то просите, дай Бог, дай. Попрощайки. У нас в традициях никогда не было, между прочим, дай, спаси, дай. Это все опять искажение. Дай ничего, у вас все потенциалы нас заложены. Разум, ноги, руки, все есть, сила вам, тело для чего, что вы реализовывали планы. Нет, вы дай. Вот и суть молитвы. Никто ничего не дай, все зависит от человека. То, к чему он стремится, о чем думает, мечтает, как он ведется, как он поступает с окружающими там. Мысли, все начинается с мысли. Мысли нужно, да, контролировать. Да, негативные мысли бывают, но нужно фильтровать, стремиться, чтобы негатив как-то музыкой, любым чем, ну, тренировкой, творчеством, но надо избавляться от того, что нас делает хуже. Животным, зверям, там, особенно войны и так далее. Ну, храбрость это нужно, мужество на все. Ну, поняли, да, суть молитвы. Вот мое вам вот знание, как вы должны на самом деле. И еще одно, частое опять тоже из невежества исходит. Как вы, дай Бог здоровья, дай, опять дай. Кто вам здоровье? Тренер вам и даст программу, опять-таки, проводя аналогию. Вы от себя, если вы, дай Бог, сами не занимаетесь, сами себя обманываете. На том же столе, когда вы произносите, вы кушаете там кока-кола, первое, второе, третье, умудряетесь после десерта опять все заново там. Многие настолько пьяны бывают, начинают заново там, что там бывает? Туйрата майта, феттандерта. Чушка. Самообман, сам себя человек, он не он, сам себя он, сам себе раб. Понимаете? Вопрос. А нужно ли вам то, что вы просите? Вот вы говорите, еще один, вот это важно, вот многие, наверное, слушают там, часами что-то рассказывают, ну, то, что я вам скажу, вы сами много не узнаете. Вот говорят у нас среди по невежеству, дай здоровье Бог, дай нам там богатство и так далее и тому. То есть убереги нас от бед, от несчастья. Вот смотрите, казалось бы, все логично. Несчастье, беды, это горе, это страдание. Но парадокс знаете в чем? Во всех учениях религиозных, древних писаниях, эзотерики там. Посмотрите, вот сейчас я тоже читаю, перечитываю много, ну просто чтобы что-то читать. Так-то я с этим знаком. Просто, чтобы, как я сказал, встряска, опять путешествие души и предназначение души. Майкл Хьюз или как. Ну, если что, пишите, я этот скину. Я его публиковал. Есть у меня ВКонтакте, Одноклассниках альбом, там книги, которые я советую. Там посмотрите, что я советую. Так вот, парадокс в том, что чем хуже условия,
Ну, у каждого, да, свое предназначение, но считается, что тем сложнее, хуже условия, тем, то есть лучше для духовного роста. На то это жизнь, где есть радость и боль, чтобы эту боль, в общем, для своего духовного роста, то есть испытания. Чем больше испытаний, более того, перед тем, как воплотиться в тело, все, кто вот вас при жизни окружает, люди вам, и вы думаете, почему именно такие люди меня окружают? То есть все там заранее роля были распределены, они договариваются, кто будет кто. И бывает, как бы родные души всегда вместе бывают там. Например, сегодня вы отец для сына, а в следующей жизни наоборот может быть. Или мамой можете быть там. То есть роля меняются, родные души. То есть те, кто думает, что кому-то, ну, убереги вот нас, это к тому вопросу, что вот убереги нас Всевышний от горя этого. А с чего вы взяли, что вас уберечь? Может, вы свою карму отплачиваете, что-то вы в жизни кому-то на, да, обидели или что-то, и вы в этой жизни специально воплотились, что совесть, да, человек воплощается, и вот почему, ну, испытывает то, что он кому-то навредил. Еще такой вариант, вот не вариант, ну, считается, что самоубийство грех. Почему? Потому что от себя не убежишь, после физической смерти, наоборот, еще сильнее обостряются все эти проблемы на другом плане. И да, вот то, что я читал, «Путешествие души», ну, уже прочитал, там один гипнолог, ну, ввел в транс пациента своего и спрашивал его прошлые жизни, перевоплощения. Вот он рассказывал, там у него какое-то такое критическое состояние было, проблема, и он от слабости своей уже надоело, по отчаянности убил себя. И вот гипнолог его спрашивает, вот после того, как ты тело свое покинул, что ты испытывал? После облегчилось у тебя? И он говорит, не, я пожалел, потому что я для этого и жил ту жизнь, чтобы вот эту проблему, то есть пройти, испытать и пройти. А я теперь себя убил, а теперь мне придется заново опять все это проходить. Понимаете? Поэтому, следовательно, исходя из этого, этих фактов, они не просто так, если изучаете этот вопрос, то бессмысленно в молитвах говорит там, убереги нас, несчастье, там. Как говорят, правильно говорят в народе, все, что не делается, все делается к лучшему. Бывает тоже про людей говорят, вот они ни муху не обидели, ну, в быту, да, а у них их там что-то, машина сбила, горе, еще какое, там разнообразие мучений полным-полно, болезни, раки там. А все дело в том, что это видимость такая. Может, человек внутри какой-то мысли у него такие гнилой или еще там. А может, он кому-то навредил в прошлой жизни, что-то там было, что теперь. Поэтому он и страдает, что или с ним случилось, что кому-то он на ногу наступил, а его все жалеют, что он муху не... Не, здесь все. Как одна старуха, я помню, она
умерла, я ее хорошо знал, но таких женщин старых, ну, ей уже было 75, вот она приходила на стадион там и упражнялась там вокруг стадиона. Она, ну, таких, ну, редко увидишь, насколько она вот свои года с ясным умом размышляла так. Ну, вот как вот я с вами говорю так, вроде нормально. И, ну, она мне говорила, как и я по своим знаниям, что все контролируемо. Она мне даже пример приводила, ну, иерархами света, кто нас ведет. И мы это чувствуем, когда нам что-то, помощь нужна бывает, мы откуда ни возьмись, откуда-то что-то как-то, и мы думаем, не просто так, значит, что-то есть. Вот она пример приводила, вот как у вас между ног муравей будет, он ваши ноги вас не видит, ничего, но вы контролируете его, да, вот. Если вам куда-то его надо направить, вы его можете ему чуть-чуть навредить там, но направите его туда, то есть контролируемо высшими, все по законам Творца, все. И вот она мне рассказывала, в 13 лет там, да, в 13, ну, вот тогда война была, она рассказывала, вот, Вторая мировая там, и мама ее там где-то санитаркой или кем, ну, в общем, не суть. В общем, война там, голод там и так далее. И она к 13 годам говорит, я всю литературу прочитала. Почему с одним лишь вопросом, почему так происходит, ну, в жизни? Война, все это горе там. И не находил ответ. Представляете, вот вы литературу для чего, допустим, читаете? Просто так, от любопытства многие, как в жизни, у кого, как судьбы. Она просто вот с этим вопросом хотела узнать, откуда корни всех бед. И вот, говорит, только к 35 годам я натолкнулась на книгу Блаватской. И вот она, я, говорит, там поняла то, что я искала, нашла. На все там мои вопросы в жизни я там нашла ответ. И так многие, вот я вчера об этом говорил, я тоже в своих поисках не мог многим вопросам и культуре найти такое объяснение. Вот когда живая этика огня, вот что меня привлекло, увидел пакт Трериха, вы знаете, да, три круга в круге, какой знакомый родной символ. Три круга в круге, символ трех пирогов. Поинтересовался, откуда он взял этот символ, такой родной. Еще слышал про Алану, он говорил, что находил этот символ Аланы в монгольскую эпоху. В общем, про Алану он говорил. Я заинтересовался и начал читать. И наша культура для меня вот открылась. Какая-то у меня озарение. И гора, какая-то тяжесть у меня на все свои вопросы о мироздании мне открылась. А потом Блаватская, вот эзотерика. Я специально ходил в нашу научную библиотеку и там все книги начал читать. Письма Елены Рерих. Короче, я увидел в этом нашу культуру. Полностью прояснилась наша культура. Потому что дело, знаете, в чем? Мы же всю эту философию, все знания потеряли после того, как эти завоеватели. А это все принципы вот эти духовные там,
наши воздания, дон, мы как-то все это как-то чувствуем, но забыли. Русификация полная, буквально мы все. Ну, у нас же своя философия, свой менталитет, ну, свой. А Рерих, который, он же на экспедиции был именно там, где вот распространилась наша религия. На Тибете, там, вы символ этот пакт Рериха, 3 круга он оттуда и взял. А он всю эту восточную транскрипт, он перевел вот эти все духовные принципы. И я вам скажу, что мы, осетины, вообще, я имею в виду именно те, кто нашу культуру изучает, ценит и ищет в нем правду, вот он очень ценный, ну, для нас он очень такую ценность имеет, потому что благодаря ему мы можем в сравнительном анализе, вот, потому что мы сами забыли, ну, восточный, там, транскрипт кто знает, а он на русский перевел это все, философию. То есть, допустим, монас, монада, вот эти принципы в эзотерике, допустим, монас можно предположить какое-то наше слово, монада, манада. Ну, скажете, да, ну и что? Но когда вот этот перевод его начнете читать, там монада и монас, монада, зерно духа, то есть чего, то есть описание моего там духа и там, то на нашем языке одним словом мы вот эту всю философию начинаем, без философии понимать, ну, понимать начинаем. То есть благодаря этому прояснилась мне именно наша культура. Поэтому вот так. И наравне с Иисусом и другими учителями очень ценные его труды Рериха именно, письма Рериха. Всем советую почитать. Все эти Агни-йога, мозаика Агни-йоги там. И в сравнительном анализе с нашей культурой вы многие вещи. Также и про карму говорится, и про ум, про мышление, про психический ум. Там очень акцент делается именно на контроле ума. От мысли очень многое имеет значение. То, как человек мыслит, мысль материализуется. Поняли, да? То есть не всегда то, что мы думаем, нам надо, мы хотим это, просим, не знаю, во-первых, то, куда мы обращены, просим, да, вот, допустим, есть эти духовные принципы божества, там, дух, допустим, ветра, там, еще кого-то. Мы точно уверены, что нас воспринимают. Может, нам, ну, то есть, а у нас эта вся связь, почему пропала? Потому что мы когда-то в определенный момент вышли на технологический путь развития, да, ну, искусственный, то есть от природы мы более отошли, потому что и природу мы уничтожаем, природные ресурсы Земли. А многие из вас не знают, вот везде Святая Троица, Бог Отец, Матерь, Скифы, богиню тоже почитали после Бога Отца, Святой Дух, Бог Отец, то есть. А в представлении древних материи наша Земля, почему говорят мать? Мать откуда название? То есть Земля это есть наша. Вот у нас есть свои мамы, да, а наша общая мама это наша Земля. То есть древние воспринимали живой
То есть, а солнце это есть дух Отца, то есть лучи, свет, которые пробуждают природу. Представляете зрелище? Тем более еще раньше телевизора не было. Получается, солнце это как Бог Отец, Мать Земля. И кто пробуждает природу? Отец, Бог. Просто это, вот как я вначале говорил, при молитве мы просто от себя, как будто, представьте, отрываем частицу духа в виде и проявляем его в материальном, вот видим мы его вот на физическом плане, как вот свечкой там огонь. Вот так же и солнце, представьте, что это тоже Бог, но в нашем видимом материальном мире. А то, что, это я к чему говорю, то, что мы от природы отошли давным-давно, и все это мертво воспринимаем, то есть на искусственный путь развития, что мы уничтожаем, загрязняем, считайте, нашу маму, то есть землю, общую нашу маму. Кого она будет тогда содержать, любить? Поэтому и катаклизмы, и вот эти войны все мы атмосферу загрязняем. Вот для древних вот эти 5 стихийных царств, они изображали, вот, допустим, стихия огня, дух саламандрами их изображали, там ветер, допустим, их, ну, образно говоря, феями. Земля это гномики, там, вода там, русалки, тогда, ну, образ. То есть вся наша атмосфера, все, вот до нас, когда ветер дует, вы думаете, это, ну, как воспринимаете? Просто ветер. А на самом деле это духи ветра. И вот когда какие-то молнии ударяют, допустим, об землю, это происходит конфликт между вот этими духовными царствами природными. То есть нас доказываются духи, мы думаем, что это духи просто на своем уровне, да. И мы, согласитесь, не знаем, как эти все силы, царства, они тоже в описании древних тоже как люди разные, то есть и по характеру, и по... А как мы с ними имеем вообще контакт, даже представление для нас это сказка. Поэтому говорят, что в сказках доля есть правды, в мифологии. И нужно не терять это воображение. Дети все это более-менее новорожденные, даже говорят, когда глаза гуляют, они еще видят все этих духов, там, ангелов, а потом это со временем уходит, потому что мы отходим от этого. Это все к чему? То есть самообман. Мы отошли от этого, все мертвое воспринимаем и уничтожаем вот, все живое, то, что тоже незнание. Это еще к тому, что насчет молитвы. Вот то, куда вы говорите, там, из-за даугу тарджаху, агазганагнен, то вы уверены, что вы от них хотите, вы уверены, что они вам должны дать. Вы из этого сделаны, сотворены, но ваша ошибка, что вы с природой не в гармонии живете, мы ее уничтожаем. Тогда вопрос, суть всех наших святилищ. Самообман, связь, они нам нужны для связи. Да, что это за связь? Если вы реально представляли, имели представление, кому обращены, они, наверное, нас не понимают. Что они делают? То есть животных уничтожаем. Это
мы не знаем цены. Вот я о 3 пирогах говорил, я забыл упомянуть, что возле 3 пирогов наши предки там, то есть вот какие-то договоры там, то есть серьезный такой, где свидетелем был всегда Бог, но он не упомянул то, что и насколько, то есть они клялись с хлебом, а хлеб, представляете, какова цена была тогда. Это сейчас он, любой ларек, там хлеб кидают, там нет цены этому. Точно так же животными. Многие по своим вкусовым пристрастиям просто кушают, не представляют, что у кого-то животного жизнь, энергию забрали. То есть никакой ценности, то есть не знают законов энергообмена. Нет благодарности к тому, у кого ты жизнь отнял. И не используешь его в каких-то... Если я отнял, должен, во-первых, быть благодарным, сказать, понимать, чувствовать, понимать цена этой еды, и за что ты берешь, отнимаешь жизнь, и за что ты должен оплатить потом эту силу, энергию. Полное отсутствие понимания. Понимаете, вот это вам вопрос, вот как молитва. Все, что вы спрашиваете и делаете, это самообман. То есть и поверхностное суждение. Вот там, чем молиться. А по факту вы оторваны от реальности, ибо вы бы не уничтожали все то, что нас окружали, а жили бы с ним в гармонии. Согласитесь, а мы природу уничтожаем. Так какие мы воины асы, там, носители Ахдау, там. То есть слепой у нас такой путь и самообман. Понимаете, загрязняем, мусорим, мусор кидаем. На кого? То если бы мы понимали, что наша земля это мать, и своих детей этому учили, они бы не сорили, они понимали, что это наша общая мать, живое, живая. Понимаете, а как правило, так чем мы от животных отличаемся? Даже животные, и без нас животные будут жить нормально. И природа будет в отличии, в гармонии. Мы только эту гармонию и разрушаем. Вопрос, зачем, если мы таким самообманом, самоуничтожением занимаемся, какие мы верующие, за что вам несут эти религии? Ну, они нужны, да, нельзя сказать, что они в таком случае не нужны. Они нужны, чтобы эта связь была с единым Творцом понимания. И не факт, да, я тоже ошибаюсь. Каждый человек, он, вот я, допустим, смотря на ситуацию, многое огорчает, сбивает. Ну, как сбивает, у меня нет таких. Я знаю, что истина, иду вперед, но я себе так говорю. Пускай все, что мне Богом дано, от меня зависит, я буду делать. Там пусть весь мир рухнет. А многие как рассуждают? А там так, ничего не получится. И живут так, и разрушают, и народ свой не любят, себя не любят. Но они не понимают, что так как неверующие, невежественные не знают, что за этой жизнью есть другая жизнь. И важно то, с каким сердцем ты уходишь, и то, как ты ведешь свой образ жизни, то, о чем мыслишь. Если от того-то и появляется ненависть, злость там, в сердце, как вы можете свет Бога, любовь воспринять, если у вас в сердце так, да? Ну, ты сами думаете. Не важно то, что вот завтра вы знаете, что вот час конец, завтра конец, ну, не завтра, где-то через неделю конец света, точно.
Это не значит, что вот как многие где-то смотрел там, что вы будете делать, когда узнаете, что конец. Я дам, буду это. Один говорит, я буду со всеми там сексом, другой там, я обожрусь, я там со всеми гулять буду, я... Короче, какие-то пошлые. Это, видите, признак того, что тонкая грань между тем, что как человек в момент превратился в зверя, деградировал. В моем случае не так. До последнего момента я себе так говорю. Вот я ж постоянно, вы видите мои, то, что афиширую, что вот у нас правительство, вот там ничего не делают. Даже китайцы сколько сделали, да, архитектуру. У нас вообще ничего. Однако на это смотреть. Ты, главное, сам себя, а если все будут говорить, они виноваты, там, я тоже, не, себя. Один начнет, и все начнут с духа соперничества друг другу доказывать. Или стремиться. Не только плохой пример заразен. Так что все от человека зависит. А то, что все смотрят, а там жизнь такая суровая. Ты на это, главное, что у тебя в сердце, с каким ты сердцем. Если ты человек душой богат, и ты верующий, ты познаешь, ищешь правду, видишь, и идешь по правильной дороге, так как понимаешь, что тебя ведут. Не заметить это ищущему невозможно, он понимает это. Все не случайно. То во всем ты будешь видеть только лучшее. То есть все, что худшее для тебя будет как испытание, чтобы ты стал лучше. Я думаю, про молитву заново почитайте, и вы поймете. Все эти показухи, вот как вы поняли, красиво сказать не имеет смысла. С другой стороны, в этом тоже, ну, сказали, ну и... Просто я помню, за один стол сел, там старший, там я с младшим сидел, и там около меня какой-то Астин поэзией, там поэт стихи сочиняет, и он молитвы тоже красиво что-то. И у нас со старшими непонятки случилось, я немного повздорил. Там мне старший говорит, ну я в папахе был, он говорит, сними шапку. Я говорю, нет. Если, говорю, так принципиально, вот вы водку поставили на стол, водкой к Всевышнему обращаетесь, Кока-кола и так далее и тому подобное. У нас суть арии аса в том, чтобы тот, кто физически, духовно там, в общем, они сразу после этого заитались. Негатив. Это от них негатив. Они подмена ценностей. И за образец они мне вот им выгоден был тот, кто им не противоречит. Будет их слушаться и водку им нальет, скажет там. Ну, всех рук их отравляет символично. И он, в общем-то, встал, этот младший сам, и начал там громко «Хохай бедырма» там, и начал такую молитву, и все «О». Я думаю, когда это у нас такое было? Я знаю от старших то, что за столом сидели, за старшего самые вот уже еле-еле на ногах они, самые старые,
люди, а до 50 лет вообще не сидели, они все танцевали. Сейчас все даже самые младшие над старшими, эти стихотворения, эти молитвы, еще ничего не понимают. Ну, молитвы нужно знать, но если ты... То есть это понимание должно прийти, что вообще суть. А это главное, если ты сути не понимаешь вот этих своих действий, молитв, то эти все показухи, маски, они ложь, ну, ты самообман. В общем, я думаю, вы поняли, просто что в итоге по окончанию скажу своей лекции. Главное то, молитва, как вы устремлены, ваше мышление, то, о чем размышляете, думаете, устремлены, как ведете свой образ жизни, как вот наше понятие аса сетин, то есть воин света. Синоним проведите параллель. Йог, кто такой йог, допустим, Иисус, еще другие. Всех объедините, что за... Поймете, что все зависит от того, как человек постоянно, он связан, постоянно за свои поступки, действия, он несет ответственность за мысли свои, за все контролируемо, видимо, высшими иерархами, все до мельчай, каждый шаг, все для чего-то там. Вот это главное. Понимание, самосознание себя с высшим Я. Когда мы это понимаем, мы понимаем, что мы не отделяем, мы есть, ну, если мы ближе к Творцу несем эти законы, то есть духовная нравственность, пример, постоянно, любые наши действия там, будто вы там кока-колу покупаете, уже вы не туда. По-настоящему соосознанный человек, самосознанный, он контролирует все, постоянно собран за свои дела, действия. То, что он ест, кушает, покупает, он всегда понимает, с пониманием относится, что это. То есть неосознанный слепой человек, неверующий, не осетин, не арий, не... Он как, ему без разницы, он, да. А человек, он все, что он должен понимать, что это, для чего, как, постоянно самоконтроль, бадамунджи надо, ахдауджи надо, это и есть. Вот это главное, вот молитва, и вот ты себя, по крайней мере, самосознанно, ответственность, ты понимаешь, что свои грехи ты не вымолишь. Кому-то навредил, сказал нет, кому-то навредил, обманул, тебе то же самое обратно придет, и это неизбежно. Это в других религиях, хотя суть одна, просто их по политике сделали так, чтобы человек тупой был, не думал, не было у него логики мышления. Вы не заметили? Полное отсутствие логики мышления. Делай так, как робот. Человек не понимает, что он делает так, и он... Чувствительность нужна, все понимание через самосознание, через разум, через ум, контроль, ты должен чувствовать все. А если будешь так легко там, кто-то подмена ценностей, все, ты уже марионетка в чьих-то планах, идеях, тебя как зомби уже ты готовый. А когда человек самосознанный, знает, фильтровать может, понимать, где что. Ни одна муха не пролетит. Это есть ас. Вот это есть по-настоящему суть
молитвы, мироздание, познание мироздания, и понимать, что за функции, что за законы, механизмы. Вот это многобожие, это по ним вот это надо искать, знать, что за влияние, силы, что такое там. Вот к нам приходят в жизни одни и те же какие-то варзонджи надо или какие-то. Мы должны распознавать, а для чего это нам надо. Наверное, мы что-то не так сделали, нам это надо испытать или пройти. Вот у Арзонджи надо пришел и у вас разбитое сердце, а может это для чего-то надо было там, чтобы, а может тоже меня кто-то полюбил, а я там ищу. Ну, в общем, надо быть постоянно, иметь вот это самосознание и не жить в хаосе. Вот это есть верующий. И вот проблема из-за вот этих войн, разрушений, это как раз таких слепых и людей невежественных, и из-за религиозных войн тоже от невежества. Все, и вот это нейтралитет, равнодушие, тоже проблема вся. То, что нет самосознания, человек слеп, отсюда и безразличие. Человек даже не понимает, как со своей легкой руки убивает кого-то, даже сам не понимает, уничтожает как. А им контролирует тот, кто... Это все причина в самих людях. Они порождают зло, невежество, разрушение. Ну так. Поняли, да, суть молитвы? Это главное, образ жизни, мышления, тогда постоянно. А все, что касается концентрации мысли, вот именно как вы хотите молиться, да, вода там, это нужно, ну, просто вы это на физическом уровне выносите как бы символически, как бы концентрируете свое внимание и в окружении тех, кто тоже с вами это делает. То есть святилища тоже самое для этого и нужны, для объединения, что вот мы собрались вот через такие культы, то, что мы как бы от себя отрываем от своей души и как бы показываем, что мы обращены своим духом на физическом, материальном плане, это свечка или огонь, или вода. И они показывают, что от себя как будто, ну, образно представьте, да. Ну, на самом деле вы понимаете, что на самом деле на то и нарт слово, на арт, наш огонь, то есть аси, ари. Ты есть дух, он горит. Пока есть жизнь, как у нас слово царды на нашем языке, какой смысл? Не просто жизнь, а арт, опять арт. При каждом вдохе-выдохе, вот как дуешь на огонь, он сильнее горит. Вдох-выдох, и этот огонь в нас, вот эта энергия поддерживается. То есть мы нарты, мы уже, считайте, внутри, нам не надо свечку зажигать. Это лишь мы себе показываем, что на физическом, как я сказал. На самом деле мы и так горим, в нас вода, все, мы вбираем информацию. То есть, понимаете, да, суть молитва на постоянной основе. И главное посыл. Вот почему я говорю спорить. Не вот глупо спорить, когда выплывает свое эго, там, гордыня, и начинает не за правду говорить, не вопрос их интересует, а нет, я прав, нет, я. Не, спор очень мощная энергия, оно стимулирует огонь внутренний. Человек в споре, ну, правильно, что рождается истина.
Главное, чтобы этот вопрос не оставлять, главное разобраться с вопросом. Вот вы разошлись в спор, и дальше мышление происходит, стимулирует. И важен посыл, вот эта психическая энергия, мысль, оно в какой-то период ну, чем сильнее огонь внутренний, посыл, тем сильнее вот эта связь к информационному полю уходит. Вы забываете, часто же у вас такое было, и вдруг внезапно в какой-то момент ответ приходит. Как таблица Менделеева к Менделееву во сне пришла. Посыл. Мысль – это и есть психический ум, энергия – это есть. И вчера я тоже об этом говорил, перед тем, как воплотиться в материальный мир, вот душа, часть своей энергии, она свою проекцию оставляет в тонком душевном мире. То есть там приближенные, те, кто контролирует, кто, они все видят по цветовой гамме там, что и как человеку надо. Если ему надо будет энергию там на что-то, ну, посыл, они дадут, если нет, наоборот, там, все контролируемо, но все делается, чтобы человек правильно прошел свой духовный путь, школу жизни. Это есть Ахдауджи надо. Понимаете, да? То есть все контролируемо, вот это понимать надо. И важен посыл. Если у вас есть, что магнит в сердце, говорят, магнит. Кто ищет, тот находит. Все рядом, все давным-давно Богом создано, все в абсолюте так, как надо. То есть то, что мы откроем, ученые там, они лишь заново, то есть самого себя изучают и глазами Творца смотрят. Потому что Творец, Он везде в частицу, везде во всем, понимаете? Видите, как не только через книги, там, учебники, способность размышлять, понимать. Вот многие спрашивают, откуда ты все это берешь. Надо постоянно, ты информацию выбираешь. Главное поиск, ну, посыл, ищешь ты правду там, все вопросы ты, и сердце магнит, и то, что ищешь, к тебе приходит, и ты, как я сказал, Богом давным все создано, к тебе ответы приходят, общая картина, ты складывается, охватываешь. Там, в сравнительном будто анализе, или, как я сказал, думаешь над вопросом, том оставил, и в какой-то момент он приходит с ниспосланием. Вот, когда говорят там, Коран был ниспослан Мухаммеду, а я спрашиваю, как можете объяснить с ниспосланием? Никто не может, как уявить, как ангел Джабраил, а где, что, как. А можно ли, допустим, я тоже, это ко всем, вот это разные ниспослания, еще надо фильтровать, откуда ниспослание, откуда все это идет, с какого информационного источника, может, с чужого эгрегора еще там. Просто нужно различать истину от что для тебя. Вот многие расшифровывают там какие-то. Я всегда спрашиваю, для чего вам это? Ну, что для тебя есть? Задайся вопросом, прежде всего, истина. Например, истина есть любовь, а без любви, без огня, в чем смысл? Куда бы ты ни пришел и что увидел, и без этого. В общем, по крайней мере,
Я поделился своими знаниями, мировидением, как я понимаю молитву, и вам даю повод, не знаю, тоже, наверное, вы размышляете, думаете, делаете выводы. Алан Гагиев, салам, Фред Байрай. Больше я вопросов не вижу. Ладно, благодарю за внимание, что уделили. Пишите, вопрос задавайте, если. Так что правильно вам дорог, Расфандактауто.